жақсы, Зара, нумеролог, қалыңыз қалай? Здравствуйте, хорошо у меня? У меня всегда все хорошо. Ага. Тем более, когда с вами познакомилась, вообще все хорошо. У меня вот такой случай был. Я просто, когда деньги за Курбан закинула, у меня прям классно чистка пошла. Прям вообще. Я прям вот чувствую, как до сих пор у меня с легких, с позвоночника убирает все. Я прям вот... Это говори, это по случаю, ладно? Ага. Если на марафоне изобилия меня почистили до костей, там у меня такое состояние было, как будто бы кожу, мясо там все снимали и все между ними прочищали, то сейчас такое чувство, как будто бы вот одну переднюю часть спины прям вот полностью что-то там убрали. Знаете, такое облегчение стало. Поэтому отправляйте Асем Ханым от чистого сердца любой донат, и духи, предки обязательно за это вас поблагодарят и будут еще дополнительно вас чистить. Вот. Я вот до этого слышала, не запомнила, как ее имя, которая проходила квантовый скачок. Но когда я проходила марафон изобилия, у меня такое же чувство было. Я просыпалась утром, как будто бы я с тяжелого будуна. И слегка подташнивала. И вот бывает же такое состояние, когда ты перепил, но ни кушать не можешь, ни пить воды не можешь. Вот такой какой-то ступор, застоя в организме. Вот, у меня тоже такое было. Поэтому, когда я послушала про квантовый скачок, так знакомо было вот эти вот все ситуации. И еще, когда ты не можешь объяснить это обыденными словами, а только одни эмоции, там всплеск эмоций идет. Это состояние мне знакомо. Прямо классное. Я еще тогда в общей группе писала, что какого-то алкаша вытащили, походу, с моего тела, потому что состояние было такое. Ну, алкаша — это демона алкаша. Вот. Так вот, трансформации после марафона, кто себя раньше прокачивал, но не доходил до какой-то точки, до какой-то цели, вообще рекомендую проходить марафоны. Самое главное — ставить правильно намерение. Для чего вы его берете? Когда вы правильно ставите намерение, правильно для себя выбираете, делаете выбор, все, ваша жизнь начинает меняться. Прям реально, просто с мелочей. Где-то вы успели на какую-то встречу, где-то вы успели элементарно сесть на автобус, где-то вам уступили место в такси, чтобы вы там, к примеру, доехали. Где-то вам просто дорогу уступают, не толкаются. Вот это такие мелочи, которые мы можем замечать в нашей обыденной жизни, потому что мы слишком ушли в быт, мы слишком загружены, мы сами себя умеем загружать проблемами. Поэтому, когда марафон человек проходит, у него вот эта обыденность каких-то мелких проблем, она просто постепенно растворяется. Вот. Сегодня я вас, кстати, Асем Ханым, во сне видела вот в таком образе. Но что вы делали, что вы мне говорили, вообще не помню, просто образ у меня сохранился. Так интересно было. Но это какой-то спокойный сон был, раз что-то я запомнила. Классно. Значит, что предвидели. Да. Вот. А так у меня прямо все тело ломит. Но у старшей дочери прям вообще классные трансформации идут. Она прям вот как будто бы, знаете, гриппом переболела. Но она специально не хочет пить лекарства. Что антибиотик, потому что она прям начала сильно кашлять, соплевить. У нее прямо ОРВИ, как будто бы, знаете, прям такой. И горло, и сопли. Я говорю, значит, у нее вот эта программа какая-то была, которая у меня счищалась, дочищалась, а у нее полностью счищалась, представляете? Она еще на чистку, которая в последний раз же была, она туда ходила, она говорит, мама, говорит, у меня такое чувство, как будто бы у меня насморк появился. А вот после доната у нее прямо начало вот это вот все до конца выходить. Донаты не забываем. Вот да, донаты вообще реально классно работают. Это я даже не знаю, как это объяснить. Просто от чистого сердца делаешь, и тебе духи, предки начинают прям сами помогать. Я это уже вот не первый раз я заметила, что они реально так хорошо работают. Да. А, кстати, ваши смотрят много. 540 человек только что просматривали вашу страницу. Но они просто в эфир не заходят. Они с Артунан смотрят, представляете? Да. С головой традуя. Угу. Но это все-таки, мне кажется, джинны не дают им до конца зайти. Вы же их потом отправите назад на свояси. Да. Поэтому они так хитрят, смотрят, типа, надеются, что они чистятся. Надо заходить в эфир, в стриме сидеть, и вы будете чиститься, ребята. Сыртнан сгалап керек жоқ. Никто вас... Это самым благоприятным и мягким способом я очищу. Я не бью вас хамшымен сабамай мешкамды, джинын шығару үшін. Я мягким способом удаляю из вашего поля ваших джинов, шайтанов. Понимаете, да? Да, вот у меня племянница говорит, я, говорит, не пойду на марафон, я боюсь. Я говорю, что ты боишься? Меня будет тошнить, живот болеть, это подружка унитаза не хочу быть. Это, говорит, мне так больно. И вот она сидит, сама себя жалеет. И поэтому она не хочет идти. А я потом вижу, какие там программы сидят, прям вот жесткие программы сидят. Я говорю, понятно, почему ты не хочешь. Там прямо
многие сами себя вот так жалеют. Типа, будет больно. Да. А я наоборот в последнее время. Вот как на первом марафоне. У меня же дочь младшая прорыгалась на марафон изобилия. Мгм. Я такая, хорошо, у меня программы вышли. Еще мы все чесались почему-то. Все чесались, у всех руки чесались. У всех какие-то мелкие пятнышки повыходили. У кого как крапивница, у кого как аллергия. Мгм. У мужа до сих пор вот эти, как которки что ли, повылазили. Мгм. До сих пор у него выходит. Хотя я марафон уже когда прошла? Уже порядком, наверное. 3-4 дня тому назад прошла. А эффект до сих пор действует. Поэтому даже если вы один марафон берете с чистыми намерениями, что всем будет хорошо от этого, всем будет хорошо, и этот марафон будет он действовать. Да. Он Так, будет доживать. сделать объявление. Послезавтра в среду в 8 вечера будет чистка. Заходите. Буду заряжать мертвую и живую воду от 7000 тенге. Записывайтесь заранее. Ровно в 8 не нужно звонить и проситься на очистку. 2 дня есть у вас? 3 дня есть. Понедельник, вторник, среда до 7 часов вечера запишитесь. Онлайн-чистка в закрытом канале Telegram. Послезавтра будет. Да, кстати, которые вы деньги используете на марафон, на чистки, эти деньги, они реально возвращаются. Вот мне же доча купила марафон последний. И ей они реально вернулись прямо на второй день. Мгм. Это я уже потом начала вспоминать. Просто когда марафон проходишь, у тебя столько информации приходит, вот ты забываешь какие-то мелочи. А так деньги, они прямо сразу возвращаются за марафон. Лапшагон, вида. Ну, для кого лапшагон? Кто не хочет быть осознанным, конечно, будет лапшагон. Тогда для вас приятного аппетита и осознанности. Разума вам осознание. Да, осознание. Я теперь вот, как послушала вас, везде, где мне начинают что-то такое говорить, я всегда говорю, осознанности тебе, дорогой, осознанности, дорогая, осознанности. И знаете, после этих слов, когда искренне пожелаешь, этот человек с тобой перестает ругаться вообще. Вот одно слово, а столько силы там, вообще невероятно. Супер. Послезавтра будет чистка. 2000 рублей. Кто хочет участвовать? Россия, Казахстан, Бишкек, Ташкент, Минск. Ну, обычно у меня все, со всех стран СНГ, даже есть Дубай, Европа, Америка, Бразилия. Участников очень много со всего мира. Участвуйте, и будет счастье. Да, вот меня радует то, что больше тюркских народов узнают и приходят на чистки. Это вообще так классно. Это я просто вижу, когда добавляются в закрытый телеграм-канал люди, и там все равно считывается, откуда они. И прям так классно, что их все больше и больше становится. Что больше осознанных людей, больше душ просыпаются. Вообще это классно. Можно ходить в мечети, там, в церкви, по святым местам, но если ты в душе не веришь, что у тебя есть один единственный Творец, Аллах, Всевышний, Бог, Господь, все по-разному их называют. На самом деле это одна сильная светлая структура. Если у тебя этого в душе нету, то, конечно, на всех других, кто к этому пути будут тебя светить, тебе будет казаться, что это ложь и провокация. Потому что сам себя человек, когда предает, он всем остальных вообще этими словами, он не дослышивается, не доходит до него. Поэтому в первую очередь рекомендую, не обманывайте самих себя не обманывайте. Тогда вы будете больше доверять пространству. А пространство это и есть Всевышний Бог. Бог не может прийти к вам навстречу сам лично напрямую. Потому что мы люди земные, мы до таких вибраций мы никогда не дойдем. Он приходит, Всевышний приходит всегда через людей, которых он отправляет. Поэтому прежде чем писать, что это лапшагон, и это неправда, вы посмотрите в свое нутро, что вы из себя представляете. Это не оскорбление, это просто анализ. А то многие подумают, что я там сижу, альдандай был, там кого-то там учу. На самом деле, знаете, это такая сложная работа, когда ты начинаешь признавать в себе свои ошибки. Это прям максимально сложная работа, потому что мы же привыкли, что мы всегда правы, что мы всегда там что-то сами себе на уме великолепные. Да. Ширк деп жатыр. Енді для вас это ширк. Но если так все смотреть, вы даже не имеете права сидеть в телефонах. Почему вы сидите в телефоне? Это тоже ширк. Писать комментарии плохие, это тоже ширк. Кого-то обвинять, это тем более большой грех. Вообще разницы в культурах нету. Там везде говорят одно и то же. Если так разобраться, не обманывай, не ври, не убивай. И все вот эти заповеди, они все одинаковые. Просто это наш разум и наши убеждения не дают нам увидеть истинный смысл этих слов. И мы воспринимаем это все по-другому. Вот потом оттуда появляются различные грехи, там, установки. Я просто до этого лет 15 назад изучала все религии. Какая в них разница. Да, я не стеснялась, я ходила даже по церквям, читала там книги. Ходила в мечеть, читала там. Потом, единственное, я не была никогда в храмах буддизма. Ну, сейчас интернет у нас, Амамбосын, там все можно найти. И везде пишут одно и то же. Просто то, что человек делает для своей выгоды, он может переписать это все на свой лад.
А на самом деле все древние источники, они никогда не разделяли, что Христос это Христос, Он Всевышний, а Мухаммед это чем-то ниже. Нет, это все одно и то же. Вот это называется осознанность, когда ты понимаешь, что законы Вселенной, законы мироздания, они все равно будут работать. Хотите вы этого, не хотите, и рано или поздно все равно за это придется отвечать. А тем более в наше время, когда эра Водолея и Сатурн сузил вот эту земную оболочку, карма приходит вообще почти мгновенно. Поэтому будьте осторожны, когда говорите и желаете кому-то что-то плохое. Правильно. Тем более сейчас вот так много появляются вот этих Д-целителей, Д-обманщиков. Надо уметь разбираться, к кому вы обращаетесь. Так как я вижу энергии, вот я теперь поняла, что у Асем Ханем, она давным-давно от всех вот этих обычных бахсы-целителей, она давным-давно уже ускакала туда, дальше ввысь. Теперь, если так посмотреть, среди всех, кого я знала из целителей, по энергетике Асем Ханем первая у меня стоит. Ее способностями. Главное, человек, когда у него живет в нем милосердие, он не будет никого убивать на самом деле. Ни демонов, ни чертей, там, ни еще кого-то там. А мы часто думаем, что милосердие это надо там кого-то пожалеть, но сделать ущерб в себе. Это уже жертва. А вот когда есть в душе милосердие, даже в твое пространство мухи и комары не будут залетать. Ну вот оно же так же и есть. Я хочу рассказать одну историю. Мы в позапрошлом году ездили к моему Аташке, прадедушке, где он лежит, и очень много было комаров. Вот в той стороне такой период был где-то, наверное, когда мы поехали, в июне или в июле, не помню, короче, там вот такие комары были. И представляете, мы там переночевали, сделали жертвоприношение, переночевали, и ни один комар не укусил нас. Да, вот я о чем и говорю. Какие вибрации? Да. А самые такие вот, я знаю, что не заходя в эфир, многие слышат, да, многие услышат меня. Если у вас в доме появились какие-то насекомые, это вам уже все. Это говорят, что в вашем пространстве появилась какая-то чертовщина. Сущности, лярвы, демоны бродят. В особенности, если у кого-то появились клопы, то это вам не химчистку надо вызывать. Это вам надо идти на марафон и проходить реальную чистку. Просто многие думают, когда вот говоришь им, так, что на самом деле все связано, они думают, ой, да, фигня же это же просто от соседей перешло или еще что-то. Нет, там просто уже все, вибрации низкие пошли, и там идут кровососят. А кровососят в нашем мире через что? Через что-то же. Таких же комаров, клопов, там, каких-то насекомых. Многие на такие мелочи, это как будто бы мелочь, да, не обращают внимания. Но на самом деле это так. У некоторых людей домой залетают бабочки, садятся на них бабочки. Это значит, у них вибрация высокая. Вот у кого-то божьи коробки появляются, божьи коровки в доме. Это тоже хорошие вибрации, это значит, вибрации поднялись. Вот это такие мелочи, которые нам пространство говорит, но мы часто этого вообще не замечаем. В особенности, вот даже пыль, когда появляется бесконечная пыль. Это тоже, это значит, у вас закрывают первую чакру. Значит, какую-то вашу силу берут. А так как единственное это существо, человек, которое обладает именно энергией Творца, естественно, вот эта светлая энергия демонами ими очень как любят питаться. Потому что там же жизненная сила. Там энергия переливается, она даже по вкусу сладкой воды. Поэтому проходите марафоны, не жалейте для себя. Пройдете, вам это обязательно отдадут, эти деньги. Обязательно эти деньги вернутся. Я почему-то раньше не замечала этого, но после последних слов, проанализировав, я такая думаю, о, блин, точно же? Это же и прошло. Ой, и деньги пришли же. Так оно и бывает. Мы просто этого не замечаем. Ставьте воду буду заряжать. Будет целебная вода, живая вода. Рядом ставьте в стеклянной посуде. Или в банке, или в бутылке. Нежелательно в пластике. Ну, в пластике тоже будет заряжаться, но нежелательно.
Ой, так интересно, да? Пока вы играли, этот дух-шаман пришел, который разговаривает с Витом. Мгм. Прям вот такой, прям как танец это был. Мгм. Прям так классно. Так, у кого какие вопросы по поводу марафона, можете писать свои вопросы. По поводу чистки. Послезавтра будет чистка онлайн в телеграм-канале. 2000 рублей от 7000 тенге для жителей Казахстана. 2000 рублей для россиян на самом деле это небольшая сумма. Это маленькая сумма. У меня же там родственники живут. И у меня брат говорит, да что это? То, что мы вот, допустим, там на пожертвования отправляли, мы отправляли здесь 30 тысяч, а у них, грубо говоря, пришло где-то там 3000 рублей с копейками. И говорит, ой, это же, говорит, фигня на самом деле. То, что, говорит, это вы отправили. Ну, и все равно, тем не менее, спасибо. Да, Это как один раз у них пойти кофе будет, попить. ритуал проведен с жертвоприношением. Кто хочет внести свою лепту, можете отправлять на мой номер сзади меня с пометкой құрбандыққа. Ашаршылық кезінде кеткен аруақтарға құрбан шалып, дастархан жаямыз. Кто хочет бата беруге, артындағы номерге құрбандық деп жазасыздар. Салсаңыздар болады. Видео. Кстати, вот когда я отправила, извините, что перебиваю, когда я отправила вот на Курбандык, у меня мощная чистка после марафона, оно дочищалось. Поэтому вы не думайте, что вы просто так отправите. Аруахтар приходят и за это благодарят. Там реально души сидят в клетках. Поэтому тот обряд, который Асем Ханым будет выполнять, она будет их освобождать. Там будет целая война за души, за каждую душу. Там такие энергии, мне как показали, это вот, если кто видел фильм про Чернобыль, вот какие-то там были вот эти всплески, вот наподобие такого будет проходить вот в этом ритуале, когда будет добро со злом воевать. Ну, если можно так объяснить, что происходит на тонком плане. Мне до этого все время информация приходила. Я думаю, почему же мне эта информация приходила? Вот это Чернобыль показывали, полигоны показывали. Оказывается, это все в тонком плане, что будет происходить. Вот там будет глобальное, за каждую душу будут воевать. Поэтому отправляйте. А так как 80% населения от этого пострадали, наоборот, Риза Алмас. Я долго не могла понять, что такое Риза Алмас. Думаю, ну ладно, сделаю, это же элементарно, это же просто добро. Нет, это, я сейчас только понимаю, что в одном таком слове такой большой, огромный смысл. Мы просто иногда на это не обращаем внимания, оказывается. Бата Алмас, Риза Алмас, до меня только-только доходит. Что такое? Если раньше интуитивно я делала, но не понимала, почему, теперь я это делаю уже осознанно и понимаю, почему. На самом деле это так классно. Вчера, когда я же вам написала, у меня прям переполнилось мое сердце благодарностью, прямо вот до слез. Мне так хорошо, спокойно стало. Поэтому просто доверяйте Асем Ханум, это мощный проводник. Я же говорю, по энергиям я такого человека не видела. Даже те, которые раньше у меня учителя были, они уже далеко ниже ранга. А еще хотела бы поделиться со зрителями. Когда вот Асем Ханым вот так вот стучит, у меня вот бывает такое, что легкое головокружение и слегка покачивание в глазах, что ли, как будто бы зрение у меня куда-то сливается с какой-то пленкой. Это, оказывается, иллюзии наши уходят. Многие думают, что ой, им там плохо стало, что-то там еще нет. Это значит, пришли ваши арвахтары и убирают вот эту вот пленку иллюзий, в которой вы сидели и смотрели. Просто многие не знают же физических ощущений, как это бывает. Поэтому, думаю, пока я вспомнила, надо рассказать. Потому что многие слушатели, мне кажется, все равно какие-то слова для себя берут. Даже если не понимают до конца, они все равно их слушают. Поэтому... Отрыжка сильная дейді. Жұпар полностью сіздің мойныңызда ма, әйтеуір біреудің мойнындағы үлкен жылан кетті жаңа. Извините, перебила вас, Зара Ханым. Про иллюзии.
который я говорила. Но мы же иллюзии видим глазами, поэтому у кого-то могут быть такое ощущение, как будто бы легкое помутнение, прозрачное помутнение. Не темное, а прозрачное помутнение. Это значит выход с иллюзий на физическом теле. Наше тело такой сосуд, такой классный инструмент для нас самих, когда он нам прям подсказывает, где, что, зачем. Я недавно, вот после марафона я пошла поделать чуть-чуть зарядку на тренажере. И я поняла, у меня почистили мою вторую чакру. У меня так низ живота болел, он у меня 3 дня болел. Я думаю, что за фигня у меня такая? Думаю, какое-то воспаление. Нету воспаления. Вот сама себя трогаю там, сканирую, нету воспаления. Я так думаю, что за пустота? И я прям видела там пустоту. А потом до меня дошло, что, оказывается, марафоны плюс еще физические действия дают такой результат. Поэтому идите на марафон, не жалейте ваших денег. Если у вас совсем плохая ситуация, нету вообще копейки, идите на чистку. Если вы от чистого сердца попросите, помогите мне, найдите, дайте мне пройти эту чистку. Независимо, многие думают, если я у кого-то в долг возьму, там у папы, у мамы или еще у кого-то, то значит это действовать не будет. Нет, это будет действовать, потому что они приходят вам помогать именно таким образом. Потому что многие, вот я слышала, многие так говорят, ой, в долг же нельзя, подожду зарплаты. А зарплата приходит, появляются какие-то новые потребности, куда до этого точно не дойдет. А у нас третье измерение до такой степени хитрожопые, они найдут, куда отправить ваши деньги, чтобы только их не убрали с вашего поля. Это реальные факты. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Марафон туралы, чистка туралы бүрсі күні болатын чисткаға жазылыңыздар заранее. Чек жібересіздер, фото жібересіздер, аты жөніңізді, туған күніңізді жібересіздер. Мокрота выходит из меня, дейді Джпар, емшипа болсын. Джпар жаңа донат жіберді, у нее прям мощная чистка идет сейчас. Енді донат жіберген адамға ғана чистка болады деп айта алмаймын, но вас будут прям с такой этой чистить. Аруақтар біліп отырады, кім жіберді, кім жібермеді. Это на тонком плане все отслеживается. Сауда болу үшін. Гаухар, сіз марафон изобилияда не істедіңіз, соны істейсіз. Марафон изобилияда рекомендации, которые были, соны істеу керек. Да, а я, оказывается, раньше вот эти все практики выполняла. Я вот вспоминаю, что 14 лет тому назад я это делала, но я не знала, почему я это делала. Но у меня что-то меня толкало к этому, и я это делала. Эти практики, которые на марафоне есть, они реально по опыту моей жизни, они реально классно работают. Да. Там переписывается ваша жизнь. Гаухар, енді бұнда жазбай қойшы, пожалуйста. Ұмытып қалдым дейді, она даже не помнит. Тогда надо еще раз взять марафон изобилия. О, кишилась. Ой, так классно. Моя Ташка только что приходила, он же тоже на этом инструменте играл. Прям вместе с вами только что играл. Прям улыбается, такой счастливый и довольный, представляете? Ой, Рахметов, аж прям в этом в сердце жарко пошло. Жар прям пошел. Когда эмоции переполняют, я почему-то путаю слова. Я половина слов как будто бы съедаю. Почему так? Наверное, это человеческий фактор, да? Когда ты не можешь подобрать слова. Хотя я бы не сказала, что я училась плохо. И вот когда я так начинаю запинаться, когда у меня какая-то информация приходит глобальная, я где-то стою вне дома, да, где есть люди, они все думают, что я шала русская, представляете? Шала-казак. Нет, шала-казак это когда ты плохо на казахском разговариваешь с акцентом, а когда я разговариваю с акцентом уже на русском, уже думают, что я шала-русский. Ну, мы не обязаны русский язык знать ведь в совершенстве. Мы же казахи. Ну, а факт в том, что я же его знаю в совершенстве. Просто когда вот такой поток энергии идет, у меня слова путаются. Да. Алгас, Зарханом, что поделились. У кого какие есть вопросы, можете задавать. Послезавтра будет чистка вечером в 20:00 от 7000 тенге, от 2000 рублей для россиян. Почему говорю от? Потому что какую сумму отправите, на такую сумму вас и почистят. 2000 рублей это для россиян небольшая сумма. И для наших тоже. 7000 деген ол көп ақша емес. Енді 7000-ға сіздің жыныңызды ешкім байлап алмайды. 7000 теңгеге шаманға, бақсыға, емшіге барсаңыз, я не знаю, мне кажется, таких цен нету, да, Зара? Нет, нету. За 7000, чтобы забрали ваших джинов, шайтанов.
Понимаете? Это будет. Не то, что таких цен нету, даже таких консультаций по такой цене нету. Да. Сол үшін кіріңіздер чисткаға, жеңілдік болады. Я буду заряжать мертвую воду для чистки вашего физического тела. После мертвой воды будет зарядка живой воды. И эту воду после чистки вы будете пить, исцеляться и чиститься. Ну, непосредственно, конечно, на сеансе будет чистка бубном. Такие чистки провожу 1 раз в неделю. Это очень мощные чистки. Вот вы можете посмотреть в Инстаграм Асем Кен. В кружочках есть отзывы про эти чистки. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Латиницей Асем 2С. Асем Кен Дирбай. Наберете в поиске YouTube. Выйдет мой канал. Там тоже очень много отзывов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это тоже энергообмен. Пишите комментарии, кто получил результат. Надо продвинуть мои соцсети, ребята. Надо, чтобы побольше народу узнали. Так дешево вас никто чистить не будет. Так дешево вас никто не будет давать вам целительские сеансы. 65 тысяч тенге. Это вы 30 сеансов получите целительских и чистящих сеансов. 2000 теңгеге сізге ешкім бұндай сеансты бермейді. Да, потому что вот к другим бахсы, если обращаться, они могут только чуть-чуть их отодвинуть, если по энергетике посмотреть. То есть там одного какого-то джина, беса, демона будут убирать около 7 дней. Это только одного. А на марафоне реально выходит пачками. Я вот по себе сужу. Я всегда говорю от своего лица, как у меня проходило. У меня пачками выходило. Даже я их даже не считала, потому что там считать не успеваешь. Они прям реально пачками выходят. Я не знаю, за всю жизнь. Еще когда полностью весь твой рот чистится, там такие выходят, что их описать, и когда их описываешь, сложно в это поверить, что такое было. Они прям реально выходят. 70 тенге тұрады, Раушан. Пачками оптом, я оптом убираю ваших джинов, шайтанов. Это в марафоне, понимаете? Если на марафон запишетесь, вы будете оптом от них избавляться. Чистка тоже такой же эффект дает, но таких больших демонов я не скажу, что на чистке я буду убирать. Ну, жолыңыз ашылады. Вы, чтобы проверить себя, меня, можете зайти на эту чистку и почиститься, зарядить воду, мертвую и живую, и посмотреть результат. Да, здравствуйте. Да, вы что-то пропали, хотели марафон взять, до сих пор вас ждем. Какие еще вопросы? 1 раз пройти, посмотреть чистку можете. Вот послезавтра в 20:00 будет. Потом будет двойная цена. За 7 тысяч вы не сможете эту чистку купить. Она будет стоить 15. Не 2000, а 5000 будет стоить. Чистки это мощные, классные, поэтому проходите, пока есть у вас такая возможность. Вообще в скором времени Асем Ханым должна еще выше, еще дороже сделать. Просто пока она это держит, насколько можно, насколько ей позволяет. Так, давайте еще раз почищу вас. Ставьте воду новенькие, напишите, кто новенький, я. Напишите, мен деп жазыңыздар. Я заряжаю воду. Идет чистка бубном. Тут первый раз. Мерген, хош келдіңіз, да, я. Алғыс. Кім рет келіп отыр? ГТ. Атыңыз кім? Да, я алғыс. Донат жібереміз. Энергообмен обязательно. Сіздердің суларыңызға дем салып отырмын. Тазартып отырмын. Бұл жерде мен қайыр тілеп отырған жоқпын. Артындағы номерге обязательно энергообмен жібересіздер. Давайте начнем. Все, последний раз вас чищу и будем прощаться. Асем Ханым, можно я выйду? Ага, все, хорошо. Благодарю, алғыс.